Так как Миннац объявил, что это день трагедии, день скорби, значит, мы обрадовались. В предыдущее время этого такого не было, обязательно совмещали, там и музыка была, там и другие мероприятия бывали. Мы надеялись, что наконец-то власть услышала народ, и будет так, как должно быть. Когда мы пришли, сели там, я вижу, там руководители, организаторы там с документами ходят, соблюдая приличия ингушские такие, ада таждивы, я сделал гулк. Я обратился к вице-премьеру, подозвал ее, попросил ее подойти. Она подошла любезно, поздоровалась, поговорила со мной. Я говорю, вот так мы пришли, это день трагедии, это день траура, день скорби. Запишите нас, чтобы мы могли выступить. Вот я не могу, это не в моих силах, значит, это все уже подготовлено. Я ей привел пример, как мы это делали в Казахстане, что было, это возможно. Я говорю, мы не собираемся здесь против власти выступать, там, говорить ненужные вещи. Мы будем говорить только в рамках того, что трагедия произошла. Я лично хотел рассказать о своем отце, о Чумакове, Хадж Алмол, Далгештол царя, которые перенесли не только депортацию, геноцид, и трижды депортацию и высшие меры наказания, но по воле Аллаха они приехали. Мой отец вернулся и умер в 1967 году дома, а Хадж Алмол Далгештолцев, он погиб там в заключении. Вспомнить о них, вспомнить о их трагедиях, судьбах тяжелых, которые были. Вот хотелось поделиться. Вместо этого, значит, то, что мы увидели там, нас, конечно, это удивило, возмутило. Охрана, усиленная охрана, автоматчики. Но это же не 23 февраля 1944 года. 23 февраля 2019 года повторяется 1944 год, как будто вот такое ощущение. Но это же неправильно. Неправильно это. Ну, хорошо, власти видно лучше. Начинают, значит, объявляют и закрывают тему. Конечно, это было обидно, неприятно. Мы попросили, я сказал, вот, мы же просили слова, значит, там на нас кричать стали, выслуживаться стали, толкать стали, ну, вести себя недостойно. Естественно, молодежь сзади стоит, мы просим их, боялись, что там будет ссора какая-то, что-нибудь произойдет там. Вот этого боялись больше всего, потому что в этот день этого делать нельзя. Алхамдулилля, это все обошлось хорошо. Мы когда поняли, что вместо того, чтобы дать нам слово, значит, заиграла музыка, значит, и я хочу подчеркнуть один момент. Ахмад, меня это возмутило, этот момент. Я это уже вижу не один год, ну, уже второй год я это вижу, что наши старейшины, уважаемые старики с белыми бородами, значит, с посохами в руках, берут цветочки, гвоздики, несут куда-то. Валлахи, дуакхамды ярым, ворхи дяханденц, эздел гулук, галгай адат. Я понимаю, шариаток дылычу, здесь даздольге, здесь даял салмгал, даял эльчин дух дизальге, дыл мегд долждольге, цундухл хамяхатсас. Но есть правила, есть обычаи, есть традиции. Қунағы болуш, бақина, зизілгіш бедех, да баға, тегіч әзіде, да ряқаз, мехда олчун яқаз, сал достым мұбақ, бақинақ достым мұбақ, достым мұдақ, яқым есіл мұдақ, тониқи дуатыш должда, тониқи цықыныш должда, ама жиқи дуақыш. Керіснақ дастықы, тыз обычай жац, естқы традиция жац, тону жезі жац, кегіш наға, үш хамаж, бәрге мұдейд, кегіш наға, үзіму есіл хамажы, ұмы мұдейд, кегіна денул долыш. Олық долыш, эздел долыш, яхи олыш, маллах чметти адавата, чметти пинах чақбаб болыш, кегин ағбы, дәр азым дуақылды, үш кегин ағы тағаны, ұққа қебетті. Цар дуқ қуам, дич фудари ан хад бәқыч, дейі шаат шан дуқ дағысы қонгеш, тоғдуен дуқ бұа бәбвей, бұа бәйті шаат санса гейт, еддадым асы бағыд, бәррик моқт алып бұвей. Мы призываем их, значит, к мирному протесту, значит, к мирной жизни. И тут нам показали пример, значит, власть показала пример, что они вообще не могут управлять своим народом. К стыду, большому, великому стыду. Призвали вы, Миннац призвал, пришли люди,
Как они пишут, я не знаю, сколько там было, 10 тысяч человек. Полную, я знаю, мемориал был заполнен. Значит, надо дать возможность этим людям и слово сказать, и как-то бояться своего народа и жаловаться на свой народ, подавать иски на свой народ, нарушать Конституцию. Вот это наша власть. Я эту власть не хочу и понимать не могу. Поэтому мое мнение и мнение моих соратников и всех общественных организаций, которые с нами работают, оно однозначно. Эта власть должна уйти. Она не справилась со своими задачами. А почему мы вынуждены были выступить? Мы показали и всем народу показали, что мы не согласны с такой властью, с таким управлением, если они не умеют даже провести день скорби, трагедии, как положено. Какие-то там цветочки глушат нас музыкой. Ну, это же позор. Это же позор. Привели детей там, поставили, заставили их. Можно организовать нормально программу сделать, чтобы люди вспомнили о своих погибших, потерянных, которые по дороге там выбрасывали, нет у них могил, некому прийти, мялцан тайкбе, хамде. Каждый бы сидел бы там, слезу свою вытирал бы и скорбил бы о своих погибших. Это постоянная рана, которая 75 тлеет, и никто ее не может вылечить, эту рану. Я думаю, власть федеральная и это должна обратиться. И какие-то обращения к нам, что мы там призывали к экстремизму, там, это абсолютно я с этим не согласен. Мы призывали к дружбе, к единству. Мы всегда говорим, что мы готовы жить и с осетинами, и с чеченцами. Все народы едины, они братья, значит. Мы такие вопросы, как ставят наши соседи, совместное проживание, совместная учеба с ингушами невозможно, никогда не ставили и не говорили. Мы говорим, что мы готовы жить со всеми, но мы говорим, мы не просим чужого. Мы не говорим, отдай нам свое. Мы говорим, закон решил, сказали, что мы реабилитированы. Есть на этот закон. Да будь добр, отдай то, что мне положено. Дай мне дом, где мой отец жил, где моя мать жила, где мой дед жил. Я зайду в эту рухлядь, там, пусть она будет времяночка, которая рассыпается. Я хочу там быть. Отдай этому, кто там жил, 75 лет рядом, землю, суду. Пусть он построится и пусть живет мирно. Я же его не выгоняю оттуда. И поэтому мне непонятно обращение, значит, некоторых соседских там адвокатов, людей в наш адрес, что мы там выговаривали, там злобно настраиваем. Нет, наша молодежь, она послушная, она не собирается никакие экстремистские выходки делать. И доходят слухи, что после 23 февраля дано указание подать заявление в следственные комитеты на организаторов. Мы не организаторы. Мы не экстремисты, мы там не призывали народ. Нас пригласили, Миннац, пусть подают на них. И устроили там то, что устроили. Вот этот позор. Я бы на их месте сегодня взял бы, написал бы заявление и ушел бы, убежал бы. Вообще бы мне стыдно было бы смотреть своему народу в глаза. Вот о чем надо говорить. Я дополню, несколько слов скажу. Вы представляете, этот день, 23 февраля, вот то, что в нас, мы выросли на этом дне, на этой трагедии, по слухам, по разговорам, по историческим документам. И в этот день с нашей стороны какая-либо, может ли быть провокация. Мы пришли туда. Мы пришли так же, как и все, может быть, не все. Кто-то хотел там, наверное, где-то отчитаться или отрапортовать, но мы пришли действительно со скорбью и отдать дань уважения, дань памяти тем, которых уже нет, и тем, которые выстояли эти суровые дни, суровые годы. Но организаторы, вот Амат Хаждиох, вот вице-премьер, ну, у каждого есть свое имя, своя фамилия. Это Марет Газдиева, бывший министр культуры, сегодня она в ранге вице-премьера. Я видел это, когда Ахмад Хаджиев Барахоев с ней разговаривал, когда просил записаться на слово. Я помню, когда Малсык Ужахов
это же не просто, это общественники, это лидеры наши, это уважаемые люди. Это такие же, которые сегодня стоят на слуху и на виду у всего нашего населения. Малзык Ужахов – это председатель Совета Тайпов. Мы не хотели, 2-3 человека захотели выступить. Я знаю, когда мы туда шли, мы сказали, вот 1, 2, 3 выступят. Ну, мы думали, дадут слово. Куда торопятся? В 11 часов уже пытаются быстро закрыться и уйти. Но мы хотели отдать спокойно дань памяти. Но нас спровоцировали. Когда выступил один, второй быстренько, раз. И быстро все объявляется закрытым. Мы ждем свою, сейчас думаю, запись пройдет и все. Поэтому вот организаторы всего. Это должно быть на совести быть Газдиевой, это должно быть на совести Яндиева, это должно быть на совести председателя правительства, парламента, главы республики. Вот кого нужно вызывать в Следственный комитет. Господа правоохранители, вызывайте их. А нас провоцировали. Скорее всего, это была у них легендированная провокация. Они запланировали это, они хотели нас вызвать. Но у них не получилось. Мы все-таки сказали, и то, что в наших выступлениях, да, одно с другим связано. Депортация, реабилитация, закон о реабилитации репрессированных народов, и потом наши требования, восстановление нашей государственности. Одно из другого выходит.